Я попрошу еще внимания. Мы начинаем главную часть нашего сегодняшнего собрания, нашего вечера очень приятного, гостеприимного, как всегда в штабе. А сегодня у нас тема, которая возникла, как я уже говорила, год назад. Совет улемов выпустил фетву о том, что не нужно жениться мусульманам на немусульманках. И кому, как не действительно эксперту по тексту главной книги ислама Мухаммеду Ад-Рошту рассказать нам, а как, собственно, правильно и что эта фетва несет. Это вообще верно такую фетву выпускать со стороны Духовного управления мусульман? Есть ли какие-то причины для того, чтобы такая фетва вообще увидела свет? Hvala Allahu, Gospodu mirov i najboljše blagoslovenia proroku Muhammadu sallallahu alejhi ve sellem и все пророки посланы для милосердия, для мира. Безусловно, в Коране написано وحلائل وبناء وحلائل أهل الكتاب حل لكم. Аллах в Коране написал, что можно жениться на порядочной девушке из других религий. В каждой общине, в каждой нации, в каждой, могу сказать, куда ни были, есть порядочные девушки, есть люди, девушки легкое поведение. Аллах приказал нам, если вы знаете, что девушка христианка или еврейка, или даже если буддистка, потому что, когда спросил Мухаммад саллаллаху, как нам относиться к буддистам, Мухаммад саллаллаху отнесет к ним как девушки Ахль-Китаб, как христианские и еврейки. Если она грамотна, если она дипломом, если она, например, если 2-3 соседки ответят, что она девушка порядочная, можно жениться, разрешают жениться. А если она, извините, пожалуйста, как вам сказать, это водитель трамвай, или уборщица, или, например, такая девушка, которая мы знаем, что при советской власти эти девушки, которые не кончили 5 класс, не кончили аттестат. То есть у них была возможность, но просто они не пошли дальше. Нет, у них может способность. Может, их даже способность не могло, например, либо она интеллектуальная способность. Да, не могла. Знаешь, эта девушка Сирия не разрешила нашим ребятам, которые приехали сюда на диплом, потому что кто приехал сюда? Приехали сюда отличники, потому что за диплом, за врач, за инженер, за разные специальности должна соответствовать такая же культурная, как она. Класс. Они тот же класс. Да. Я руководитель мусульманского брачного агентства на Большой Татарской преисторической мечети. Такбир, так называется наше агентство, занимается тем, что ищет пары для мусульман, подходящие пары для мусульман, соединяет судьбы мусульман. И вот сегодняшняя тема, кстати, очень животрепещущая и как нельзя вплотную подходит касается моей работы. Дело в том, что вот в свете новой фетвы моя работа – это соединять судьбы и создавать счастливые мусульманские семьи, крепкие, здоровые по духу и по религиозным устоям. И вот в свете новой фетвы это как нельзя странно выглядит, потому что ко мне приходит много людей, девушек и женщин, и пожилых даже людей приходят в поисках пары, просят помощи. И многие из них не мусульмане, есть русские, есть евреи, есть арабы, есть чеченцы, есть самые разные национальности, которые приходят ко мне с просьбой помочь ему найти пару или ей пару. И как раз тут в свете этой новой фетвы мы, например, категорически не согласны. Ну вот нашлась пара, с трудом находится пара, достойная друг друга по статусу и по своим предпочтениям, по своим недостаткам. Зямсыз, меня зовут Айсель, я студентка первого курса факультета права, и сегодня мой первый раз, когда я познакомилась со штабом татар. Я благодарна всем организаторам и спонсорам, которые делают возможным проведение таких мероприятий. В штабе татар действительно царит очень приятная, теплая атмосфера, но я вижу это место как то, где я могу найти ответы на свои вопросы.
Сегодня была проведена очень интересная, важная встреча, где я смогла задать вопросы богослову. Мне было интересно познакомиться с теми взглядами татар, которые они разделяют касаемо межнациональных браков. Спасибо. Всем салям, дуслар, меня зовут Денислам, сейчас я нахожусь в штабе татар Москвы. С этим штабом я познакомился уже давно, но никак не было возможности прийти, и сейчас это мое второе посещение, и я очень рад тому, что я здесь нахожусь, потому что здесь всегда очень дружелюбная обстановка, постоянно находишь какие-то новые знакомства, общаешься на разносторонние темы, классно проводишь время, здесь всегда тебе нальют теплый чай, угостят вкусняшками, и ты классно проведешь время, чтобы все были живы, здоровы и счастливы. До встречи в штабе татар.